Слово для выступления предоставляется стороне ответчику представителю Джогор Кеңеши Сыранову Самату Хуштабековичу. Джогор Кеңеш Кыргызской Республики, рассмотрев ходатайство Исакжанова Расулжана Тахирджановича о проекте конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о государственном языке Кыргызской Республики. Проанализировав вышеуказанное ходатайство, Джогор Кеңеш Кыргызской Республики считает приведенным в нем доводы необоснованными, а требования обращая стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Кыргызский язык является официальным языком Кыргызской Республики, одним из тюркских языков с богатой историей и важным культурным значением. С течением времени человечество стало осознавать важность развития интеллектуальных и материальных ценностей для своего существования. Путем передачи знаний и традиций от поколения к поколению язык, сознание и культура стали неотъемлемыми частями общества. В Кыргызстане, как в любой другой стране, важно сохранить и передать свою культуру и язык новому поколению, а также показать свои национальные богатства жителям других стран. Кыргызстан, как демократическое государство, нуждается в культурной интеграции и использовании национального языка для укрепления государственности. В Кыргызской Республике существует двухязычие, который отражает одни из аспектов укрепления государственности. Важно поднять статус кыргызского языка с бытового уровня на государственный уровень и обеспечить возможность изучения языка всем национальностям, составляющим народ Кыргызстана. Государственный язык создан для объединения представителей всех этносов, живущих в пределах одного государства. Такой язык – это имеющий высокую ценность для страны символ, такой же, как флаг, гимн или герб. С помощью него осуществляются политические, культурные и социальные объединения жителей страны. Нормативно-правовые акты, принимаемые на государственном языке, являются основой для правовой системы и функционирования государства. Применение кыргызского языка в официальных документах обеспечивает доступность и понятность правовой информации для всех граждан страны, а также способствует распространению и сохранению богатого лингвистического наследия и культурного достояния кыргызского народа. В связи с быстрым развитием информационных технологий и глобализацией английский язык и другие международные языки получают все больше распространения и влияния. И это стало определенным вызовом своеобразным препятствием на пути полного развития кыргызского языка. Это может создать определенные трудности для сохранения и развития кыргызского языка в официальной сфере. Для укрепления развития и дальнейшего распространения кыргызского языка важно продолжить работу по популяризации языка и его использования в различных сферах деятельности общества. Быстрое развитие медиа и интернет-ресурсов в кыргызском языке, расширение доступа к образовательным ресурсам и поддержка языковых программ продолжает способствовать ее развитию и укреплению сегодня и в будущем. 23 сентября 1989 года Верховный Совет Кыргызской ССР единогласно принял закон о государственном языке Кыргызской ССР, которым закрепил за кыргызским языком статус государственного языка. Принятие данного закона о государственном языке Кыргызской ССР внесла большой вклад в дальнейшее развитие кыргызского языка, способствовала поднятию национального самосознания кыргызского народа, повышению престижа государственного языка. 31 мая 2023 года Джогор Кеңеш Кыргызской Республики принял Конституционный закон Кыргызской Республики о государственном языке Кыргызской Республики, инициированный председателем Кабинета министров Кыргызской Республики. Конституционный закон разработан в целях реализации статьи 13 Конституции Кыргызской Республики. Целью и задачей Конституционного закона Кыргызской Республики о государственном языке Кыргызской Республики является установление правовой основ применения государственного языка Кыргызской Республики и осуществление государственной языковой политики. В соответствии с Конституционным законом, кыргызский язык является государственным языком Кыргызской Республики. Государственный язык является языком межнационального общения в республике, объединяющим все этносы Кыргызской Республики и способствующим укреплению их взаимопонимания и связей. Обязательность использования государственного языка не должна толковаться как отрицание или умаление права этносов Кыргызской Республики на пользование их родным языком. В Кыргызстане в качестве официального языка используется русский язык. Кыргызская Республика придерживается принципа свободного использования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории, и гарантирует создание условий для развития этих языков.
каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка. В соответствии с частью 1 статьи 32 Конституционного закона государственным языком обязано владеть и использовать определенный круг лиц при исполнении служебных обязанностей, включая адвокатов. Установление указанного требования в вышеуказанном кругу лиц полагаем обусловлено тем, что данный круг восполнения конституционных норм обеспечивает и осуществляет разного рода функции государства во взаимодействии с гражданами в различных сферах жизни. В этой связи, учитывая важность статуса кыргызского языка как государственного языка и как одной из важных основ становления государства, законодатель определил конституционным законом перечень лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Также в соответствии с части 3 статьи 4 названного конституционного закона предусмотрено, что государственный язык Кыргызской Республики подлежит обязательному использованию судопроизводства в вооруженных силах и правоохранительных органов Кыргызской Республики. При этом, согласно статье 7 вышеуказанного конституционного закона, предусмотрено, что судопроизводство Кыргызской Республики ведется на государственном языке. При этом официальный язык может использоваться в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Указанные лица обязаны знать государственный язык в объеме, необходимым для исполнения своих должностных обязанностей. Также в своем ходатайстве Исакжанов Расулжан Тахиржанов отмечает, что в соответствии с законом Кыргызской Республики, адвокатура Кыргызской Республики и адвокатская деятельность, адвокаты не входят в систему государственных органов местного самоуправления. Указанное требование владения государственным языком не должно касаться адвокатов. Адвокатура как орган, не являющийся государственным органом, заявители ссылаются на нарушение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 11 марта 2015 года, согласно которому адвокаты всегда обладают публично значимым характером, так как кроме участия в осуществлении правосудия они самостоятельно защищают интересы, права и свободу каждого и занимаются представительством и в случае их нарушения восстанавливает право средствами, предусмотренными законодательством. Профессия адвоката имеет публично значимый характер, а адвокат выполняет функции в сфере публичного интереса. Без адвокатов государство не сможет выполнить конституционную задачу по построению эффективной системы правосудия. В соответствии со статьей 64 Конституции, организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, а также право, обязанности и ответственность адвокатов определяется законом. В этой связи, в соответствии с законом Кыргызской Республики адвокатуры, Кыргызской Республики адвокатской деятельности, адвокатура предоставляет собой самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, основанное на обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской Республики, создаваемое на основе общности профессиональных интересов, призванное выражать и защищать их интересы, содействовать повышению квалификации адвокатов и развитию адвокатской деятельности, и как институт гражданского общества не входит в систему государственных органов местного самоуправления. Конституция, провозглашая Кыргызскую Республику демократическим правовым государством, устанавливает многочисленность своих положений гарантии независимого и справедливого правосудия, а также каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства. Право на получение такой помощи означает конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень предоставляемой юридической помощи. Это объясняет повышение требований к уровню квалификации адвоката, его поведению и добросовестному исполнению им взятых на себя обязательств как субъекту, непосредственно участвующему в достижении целей правосудия. Ввиду этого адвокатская деятельность является особой сферой пресечения частно-правовых интересов граждан и публично-правовых интересов государства. Выполнение конституционно значимых задач по построению эффективной системы правосудия, обеспечение всеобщего доступа к средствам квалифицированной защиты государства не может обойтись без механизмов обучения, контроля и оценки, с тем, чтобы гарантировать качество предоставляемой юридической помощи. Выполнение указанных публично-правовых функций является важнейшим отличием института адвокатуры от других общественных объединений, создаваемых гражданами на основе принципа общности государства. В этой связи адвокатура в силе своей особой значимости наделяется Конституцией исключительно публично-правовым статусом, напрямую обязывает государство
урегулировать законом вопрос организации деятельности адвокатуры, а также прав, обязанностей и ответственности адвокатов. Адвокаты своей деятельности руководствуются законом Кыргызской Республики, адвокатуры Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, которым, в частности, предусмотрено, что адвокатура не входит в систему государственных органов самоуправления и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и уставом адвокатуры. Поскольку приведенным законом Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики адвокатской деятельности является отраслевым и установленным правом основ адвокатуры, адвокатской деятельности, а также прав, обязанностей и ответственности адвокатов и не содержать в себя нормы, обязывающие владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Считаем необходимым руководство нормативным правовым актом, обладающим более высокой юридической силой в той сфере общественных отношений, которой необходимо использование. Адвокаты, защищая интересы, прав и свобод граждан, вовлекаются в публичные отношения, где одним из этих участников отношений выступает должностное лицо, которое, в соответствии с вышеуказанной нормой Конституционного закона, обязано осуществлять свою деятельность на государственном языке. В соответствии с положением статьи 7 Конституционного закона установлено, что в Кыргызской Республике дело производства ведется на государственном языке. При этом официальный язык может использоваться в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Участники судопроизводства, не владеющим государственным языком, могут пользоваться родным языком, ее переводом на государственный язык в порядке, установленном процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Требование к адвокатам владетельно выступать на государственном языке не является дискриминационным, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 13 Конституции Кыргызской Республики представителям всех этнических групп, образующих народ Кыргызской Республики, гарантируется право на создание условий для сохранения, изучения и развития родного языка. Следовательно, для осуществления и оказания юридической помощи адвокаты сталкиваются с необходимостью владения государственным языком. Ввиду чего требования адвокатам владеть государственным языком, объемы, необходимые для исполнения своих обязанностей, вполне закономерно, учитывая особенности адвокатской деятельности, где эффективное владение языком является важным фактором успешной правовой защиты интересов клиентов. Согласно части 4 статьи 61 Конституции Республики установлено, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Республики о гарантированной государственной юридической помощи, квалифицированная юридическая помощь – это профессиональная деятельность адвоката по представительству или защита законных прав и интересов лиц по уголовным, гражданским, административным делам и по делам о правонарушениях. В случаях, установленных настоящим законом, на всех стадиях судопроизводства за счет государства. Таким образом, адвокаты, состоящие в указанном реестре адвокатов, в целях эффективной защиты обязаны владеть государственным языком, поскольку подзащитные могут не владеть официальным языком. Руководствуясь статьей 34 Конституционного закона Республики о Конституционном суде Республики просим ходатайство Исакчанова о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона Республики о государственном языке Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1 и 2 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо за внимание. Всё.